В России планируют сделать обязательным чипирование домашних животных. Кошек и собак зарегистрируют в едином реестре. Сейчас эту услугу предоставляют почти во всех ветклиниках. И в последнее время она стала пользоваться спросом, говорят ветврачи. О том, что скрывается под словом «чипирование» и какую альтернативу предлагают владельцам, расскажет Анастасия Ильчебаева. Это микрочип. У каждого есть микрочипа собственный номер. Он совсем маленький, как маленькая рисинка. Животное даже не будет чувствовать, что в него вживили личную энциклопедию. Маленькая капсула расскажет, как зовут питомца, его возраст, породу, данные о вакцинации и, самое главное, информацию о владельце. Такие чипы, говорят ветврачи, уже помогли вернуть домой не одну потеряшку. Приходила собака, то есть владелец нашел новую собаку и провели по ней этим сканером и вот нашли чип. По этому чипу уже определили, где находится хозяин, как его зовут и номер телефона его. И так вот нашел свое животное хозяин. Был счастлив. Капсула находится в специальной игле. Животное ощущает лишь легкий укол. Помимо вживленного устройства, в паспорт питомца также вклеивают штрих-код для удобства, чтобы ветврачи, например, могли узнать о том, когда была проведена вакцинация. Считать чип можно сразу после процедуры. Подносим сканер к холке, и через пару секунд аппарат находит и выводит на экране специальный идентификационный номер, зарегистрированный в программе РЕК-Агро. Уже благодаря ему можно получить всю информацию о животном. Давайте вот сейчас, например, зарегистрируем кошечку. Выбираем породу из всех необходимых. Пускай это будет сибирская кошка, да, белой масти, мужского пола. У сотрудников ветеринарной службы тоже есть считывающее устройство, но куда более функциональное. Его разработали по заказу ведомства. В ближайшее время гаджет внедрят в 3 пилотных районах республики – Стерлитамакском, Туймазинском и Благовещенском. С его помощью специалисты могут не только отсканировать чип или штрих-код, но и самостоятельно зарегистрировать животное. Может ввести туда все необходимые вакцинации, которые он с конкретным животным проводит. Также встроен сканер для считывания QR и штрих-кодов. Также встроен сканер, который вы сейчас видели, для считывания подкожных чипов. То есть это такой будет обязательный необходимый инструмент каждого ветеринарного врача, имея которого он, в принципе, избавляется от необходимости заполнять бумажки. То есть все необходимые отчеты и акты будут автоматически формироваться и передаваться. Ветврачи смогут оперативно получать информацию о животных. Это не только кошки и собаки, но и домашний скот. Минсельхоз России собирается внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации питомцев. И речь идет не только о чипах. Как альтернативу предлагают бирки и татуировки. Но последний вариант, говорят тату-мастера, достаточно проблематичный как для них, так и для животных. Для них в плане заживления будет очень проблематично, если только найдут какую-то альтернативу, как заживлять татуировку. То есть в наше время сейчас много новых вариантов, то есть такие как пленки заживляющие, то есть ее клеишь, 5 дней ходишь и все, татуировка то есть зажила. Можно, либо если это так как-то заживляет, то возможно да. Если это заживлять простым способом, то татуировка скорее всего поплывет. И то есть она станет нечитабельной через несколько лет. В республике уже чипировали более 10 тысяч мелких домашних животных. Это не только поможет в поиске четвероногого, говорят эксперты, но и заставит владельцев нести ответственность за тех, кого они приручили. Анастасия Ильчебаева, Римзат Билалов. Новости. Уфа.